14 октября на календаре, день недели, понедельник. Вы смотрите «Утро Якутии». Самое теплое, уютное, семейное утро, какое можно только встретить на нашем телеканале. Да и другого утра у нас нет, поэтому самое лучшее утро на нашем телеканале. Меня зовут Павел Танин, я вас всех приветствую, желаю вам отличного дня. Ну а чтобы он действительно был отличный, в течение ближайшего часа, почти что часа, 50 с небольшим минут, мы будем радовать вас разными полезными, интересными, местами, может быть, даже и забавными вещами, которые, в полной мере могут наставить вас действительно на хороший, продуктивный и, самое главное, позитивный день. И чтобы это случилось, конечно же, наша команда очень хорошо поработала. Ну, а вы сейчас будете наблюдать труды нашей работы. Сегодня будет много чего, у нас будет много гостей. Поговорим на абсолютно разные темы, и важные, и интересные, и образовательные в том числе. Ну, а начнем наш выпуск по традиции, как в понедельник. Мы немножко делаем ретроспективу прошедших выходных и какую-то новость достаем из минувших дней о том, что же случилось, да, грубо говоря, пока мы спали. Ну а пока мы спали, Центр подготовки космонавтов определил тех, кто первым отправится на российскую орбитальную станцию. Эту станцию планируют вывести на орбиту к концу 2027 года, и она придет на смену постоянному участию России в проекте Международной космической станции. Планы по строительству этой станции озвучивались еще с 2014 года, а в 2023 году президент России одобрил все предложения Роскосмоса по этому проекту. В декабре этого года планируется начать изготовление необходимых модулей. Ну а что касается самих космонавтов, хоть и объявили об утверждении кандидатур, их имена пока не раскрываются. Вот такая новость из космоса. Причем, кстати, эта станция, она, в отличие от МКС, будет на более большой, высокой орбите находиться, что позволит покрывать исследованиями почти весь земной шар. Потому что, напомню, МКС, по сути, является такой научной станцией, где проводится очень много экспериментов и так далее. Ну, а прямо сейчас давайте, конечно же, узнаем, перейдем с космоса сюда обратно на Землю, узнаем, что за окном нас ожидает сегодня. По данным Гидрометцентра, в центральных районах Якутии температура воздуха сегодня от -7 до -5. В заречной группе от 11 до 6 со знаком минус, в южных от 8 до 7 мороза. В Вилюйской группе от -10 до 0, в Нижнеленских от -12 до -10, в западных от -11 до -8. В Колымо-Индигирской группе улусов от -8 до -3, в Янских от -11 до -6. На северо-западе от -19 до -11. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила -5 градусов, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, ветер северный 2 метра в секунду. Сегодня днем в столице республики ожидается небольшой снег, ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. А температура воздуха днем остановится на отметках от -3 до -1 градуса. Вот. Ну, говоря про снег, он уже в Якутске ночью, ближе к утру выпал. Будет ли он прям в течение дня еще поливать наш город? Ну, посмотрим, да, это покажет нам наступивший день, узнаем об этом вечером. Ну, а прямо сейчас наши коллеги из информационной службы готовы рассказать о последних новостях. Доброе утро, коллеги. Далее новостной блок. Россия шаг за шагом восстановит и отстроит все, что было разрушено в новых и приграничных районах. В приоритетном порядке продолжит оказывать необходимую помощь местным сельхозпроизводителям, заявил президент Владимир Путин в обращении к аграриям по случаю их профессионального праздника. Глава государства особо поблагодарил аграриев в новых и приграничных регионах за их труд. Цитата: «Несмотря на все испытания, вы трудитесь с полной отдачей и выполняете свою работу на совесть. Такая преданность делу, мужество заслуживает самого глубокого уважения», отметил Путин. В следующем году зарплаты отдельным категориям работников учреждений здравоохранения, соцобеспечения, образования, культуры и науки повысят на 13,2%, что почти втрое выше официального прогноза инфляции. Это следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 25-27 годы, который сейчас находится на рассмотрении в Госдуме. Правительство уточнило прогноз инфляции. В 2025 году цены вырастут на 4,5%, в 2026 и 2027 годах еще на 4%.
торговых рядах Кружала прошла ярмарка коллекционеров, собравшая более 50 энтузиастов. Гости мероприятия могли приобрести, обменять или отдать свои коллекции, включающие монеты, банкноты, марки, значки, конверты, предметы старины и многое другое. Посетители ярмарки получили возможность ознакомиться с богатой историей коллекционных предметов, узнать о скрытых в них тайнах, а также приобрести, обменять или продать свои собственные сокровища. На выставке были представлены якутские украшения и обереги, старинные игрушки, монеты, пластинки и другие раритетные вещи. Я покупал заварник, те, которые как самовар для самовара своего. Поэтому я очень такой благодарен организаторам. Этим же ярмаркой принес наша молодость. Вот переливашки, календарька это сейчас такую не делают, а выпускали до 1991 года. Поэтому мы, когда вот это смотрим и вспоминаем свои наши детства, ну, очень приятно, когда. В Якутске на снайперском полигоне Сулус состоялся второй турнир по стрельбе на дальней дистанции, посвященный памяти героя Советского Союза Федора Хлопкова. Для участия в соревнованиях съехались снайперы из разных регионов России. Среди них представители специальных подразделений, Росгвардии и участники специальной военной операции, среди которых герои России и кавалеры Ордена Мужества. Снайперам предстояло соревноваться в двух дисциплинах – дневная и ночная стрельба. Но прежде чем получить допуск на соревнования, спортсменам предстояло пройти квалификацию. У турнира есть своя цель – это возрождение и совершенствование школы снайперской подготовки в России. Это даст нам возможность сделать нашу страну сильнее, потому что сегодня снайперы вносят большой вклад в зоне специальной военной операции. Мы не хотим делать квалификацию проще и там стелить какую-то дорожку, потому что здесь-то мы постелим любую, а в зоне специальной военной операции требования будут высочайшие. Спасибо коллегам. Мы продолжаем. Сколько Винни-Пухов существует? Можно сказать, что два. Один герой отечественного мультфильма, голос которому подарил известный советский актер Евгений Леонов. Ну а второй – это герой уже зарубежного мультфильма. Но настоящий Винни-Пух всегда будет один. Герой произведений Алана Милна. И как раз сегодня отмечается день рождения этого персонажа. В этот день почти 100 лет назад мир увидел первую книгу о Винни-Пухе и его друге Пятачке за авторством Милна. Некоторые, к слову, день рождения этого персонажа связывают с другой датой – 21 августа. В 1921 году в этот день Милн подарил своему сыну того самого плюшевого мишку, с которого позже и был написан герой. Еще сегодняшний день для нас, якутян, знаменателен другой датой. Сегодня день флага Республики Саха. Один из главных символов региона был принят 22 года назад, а его авторами были Людмила Слепцова, Инна Захарова и Михаил Старостин. Ну а о других знаменательных датах сегодняшнего дня узнаем далее. На календаре 14 октября. Сегодня Всемирный день стандартов. День работников заповедного дела в России. По народному календарю Покров день. К Покрову крестьяне старались завершить все сельскохозяйственные дела, убрать весь урожай, сделать заготовки на зиму. По разным приметам судили о погоде. Если ветер дул с востока, ждали холодную зиму. Если на Покров еще не выпадал снег, значит, он еще долго не выпадет. Впрочем, такое случалось редко. Недаром русские люди говорили: на Покров до обеда осень, после обеда зима. Этот день в истории. В 1833 году, 14 октября, великий русский поэт Александр Пушкин написал сказку о рыбаке и рыбке. В 1843 году в этот день впервые прозвучал свадебный марш Мендельсона. В 1860 году открылся оперный Мариинский театр в Петербурге. В 1944 году основан Московский государственный институт международных отношений МГИМО. А в 1964 году в этот день в Советском Союзе избран первым секретарем ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. В этот день родились Михаил Казаков, советский российский режиссер, актер театра, кино, народный артист России. Павел Чухрай, советский российский кинорежиссер, сценарист, народный артист России. Николай Андриянов, советский гимнаст, тренер, семикратный олимпийский чемпион. Алексей Касатонов, российский советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, тренер. Валентин Юдашкин, советский российский художник-модельер, народный художник России. В этот день также родился Анатолий Бурцев, литературовед, доктор филологических наук, заслуженный деятель науки Республики Саха-Якутия. Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Вера, Георгий
Иван, Михаил, Николай, Петр и Роман. Ну а с сегодняшнего дня по 20 октября Минздравом России объявлена неделя борьбы с раком молочной железы. Как распознать рак груди и какие профилактические меры стоит предпринимать? Нам об этом расскажет врач-хирург-онколог Якутского республиканского онкологического диспансера Соловьева Айталина Еремеевна. Айталина, доброе утро. Доброе утро. Вот, ну, что такое рак молочной железы вообще, каковы его основные симптомы? Рак молочной железы – это системное заболевание, которое возникает из опухолевых клеток, образующихся в молочной железе. И, как и все онкологические заболевания, это бесконтрольно делящиеся опухолевые клетки, которые возникают именно из ткани молочной железы. И они могут распространяться по всему организму и поражать другие органы и системы. Ну вот что может увеличить, самое главное, да, риск заболевания? Есть такое понятие, так называемые факторы риска возникновения рака молочной железы. И к ним относит множество, целая группа. Это включая ранние менархии есть. Это то есть, когда менструации у женщины начинаются в раннем возрасте до 11 лет. Поздняя менопауза, когда менструация продолжается после 50 лет. Также туда относится короткий период грудного вскармливания, если женщина кормила грудью менее 2 лет. И туда относятся и такие факторы, как и курение, и алкоголь, и неведение здорового образа жизни. И одним из самых главных факторов также выступает наследственность при раке молочной железы. Это если по женской линии болели матери или бабушка, например. Ну вот такой вопрос, наверное, интересный будет, да, то есть вообще онкологических заболеваний огромное множество. Рак есть всего, по-моему, чего угодно, что есть в организме человека, может быть рак. А чем, может быть, как-то принципиально рак молочной железы, ну, именно по течению болезни, скажем так, отличается от остальных онкологических заболеваний? Ну, самое главное то, что рак молочной железы это опухоль, которая самая распространенная опухоль среди женского населения. Она занимает первое место во всем мире, так и в нашей республике среди лиц женского пола. И в настоящее время рак молочной железы один из самых также поддающихся лечению раков среди всех раковых опухолей. Да. И мы имеем множество видов лечения, и мы можем их применять даже в каждом индивидуальном случае. Ну, чтобы применять лечение, нужно, конечно же, диагностировать. Вот какие методы диагностики существуют сегодня? Самый основной метод диагностики это является маммография, то есть проводится рентгенологический снимок молочной железы в 2 проекциях. Это проводится во всех поликлиниках нашей республики. И при маммографии мы можем выявить опухоль размерами до 1 сантиметра даже. Да? Также самым распространенным методом диагностики является УЗИ молочных желез. И УЗИ – это безопасный метод, который можно проводить так, как и также молодым женщинам, да, которые еще и не кормили, да, когда имеется именно плотная ткань молочной железы. Но самым главным методом диагностики рака молочной железы является биопсия. То есть это проводится прокол в ткань молочной железы, забирается оттуда блок ткани и проводится гистологическое исследование. Мы видим клетки, мы видим ткани, и на основании только этого анализа мы можем установить диагноз рак молочной железы. А диагноз может любой онколог поставить именно по раку молочной железы или там какое-то узкое направление есть таких врачей? Ну, в целом может поставить любой онколог, если мы имеем на руках вот эти все методы исследования, также провели биопсию, и если мы получили этот диагноз по данным гистологического исследования, да, то это может сделать любой онколог. Но биопсия проводится не везде, да, проводится именно в нашем онкодиспансере, и проводится, у нас есть отделение рентгенохирургических методов диагностики, мы проводим там. Ну, а в целом вот сейчас насколько, ну, скажем так, доступна, да, диагностика в плане того, что хватает ли и специалистов, и оборудования, то есть существуют ли, может, какие-то вот очереди там на обследование? Ну, практически таких очередей нет, да. Маммография входит в рамки диспансеризации женского населения, да. То есть при диспансеризации это практически все здоровые женщины проходят это исследование. Также при медосмотрах обязательно запрашивается маммография. И если нет возможности сделать маммографию, можно сделать УЗИ молочных желез. Также насчет доступности, да, именно диагностики, я бы могла сказать, насчет у нас есть сайт такой существует, онкопоиск saha.rf называется, где можно пройти анкетирование, и если выявляется высокий риск возникновения рака молочной железы, вас уже пригласят на прием и распишут необходимые исследования. То есть, как бы так перефразировать, да, хочешь, не хочешь
диагностируют, как бы, ну, диагностику тебе проведут. Ну да. И да. руку будут держать на пульсе. Ну хорошо, диагностика, мы об этом поговорили. Другой момент, если, не дай бог, да, вот случилось, диагноз поставлен, какие методы лечения сегодня существуют? В настоящее время существует 5 основных методов лечения. Самое первое – это вот, хирургическое лечение, да, когда производится операция. И в настоящее время мы не всем удаляем обязательно ткань молочной железы, да, полностью грудь. Это раньше всем проводилось такое лечение. Но сейчас у нас идет развитие в сторону онкопластической хирургии молочной железы, да, когда есть возможность сохранить грудь и возможность сделать как бы и нормальными, с естественными формами. Да. Второе – это химиотерапевтическое лечение. Туда входит целый арсенал, большая группа препаратов. Есть такая терапия, называется таргетная терапия. И это современные методы лечения моноклональными антителами. Лучевая терапия, когда производится, собственно, облучение на области молочной железы и грудной стенки, и гормонотерапия. Ну вот из вот этих всех видов лечения, да, которые вы перечислили, какое, не знаю, может быть, для человеческого организма там самые щадящие, самые там приемлемые? Можно ли как-то так в таких категориях можно ли изъясняться? Касательно именно рака молочной железы, да, мы не выбираем именно как бы щадящие, да, такого понятия нет. Почему? Потому что нам именно важно использовать все методы лечения в полном их объеме, и насколько лучше человек это лечение пройдет по всем срокам, по всем объемам, настолько и излечится заболевание, да, потому что сейчас в настоящее время мы можем говорить о том, что практически от рака молочной железы при ранних стадиях можно излечиться полностью. Ну и завершая, да, нашу беседу, любое лечение, лучшее лечение, точнее, это профилактика. Да? Всегда все врачи так говорят. Какие меры профилактики рака молочной железы существуют? Чего придерживаться стоит, чтобы минимизировать риск? Основным методом профилактики является ранняя диагностика, да, когда мы выявляем именно опухоли на самых ранних стадиях. Туда относится самообследование молочных желез. Это когда женщина производит обследование собственных молочных желез каждый месяц. Это можно проводить в любой любимый день месяца. Также можно у тех, у кого есть менструация, это нужно проводить первую неделю после менструации. Методика самообследования, она такая общеизвестная. И именно таким образом, если вдруг женщина видит какие-то симптомы, да, например, появилось опухолевидное образование в молочной железе, изменение цвета кожных покровов, появление выделений соска, то это несомненный сигнал, чтобы обратиться сразу к врачу. Также маммография, которая является одной у нас методом диспансеризации, является одним из самых главных методов для ранней диагностики. Ну, Алина, спасибо большое за эту беседу, полезная очень. Ну, за здоровьем нужно следить. И мы всегда по возможности нашим зрителям даем такую возможность какую-то новую информацию для себя почерпнуть. Вам желаем удачи в вашей работе, успехов, конечно. Спасибо. Ну и продолжаем, да, продолжим говорить про здоровье. Как уже я сказал, самым лучшим лекарством от многих болезней всегда была и остается пока еще профилактика. Сюда же можно подключить и хорошее самочувствие, вызванное бодростью тела и духа. И такую бодрость достаточно легко получить. Нужно двигаться и не забывать про физические нагрузки. Фитнес, тренажерные залы, спорт как таковой. Понятно, что на это не всегда хватает времени, но вот на выполнение обычной утренней разминки 5 минут всегда можно найти. А как сделать эту разминку, мы вам всегда можем показать. Доброе утро, меня зовут Виталина Алексеева, я ведущий тренер по художественной гимнастике спортивного клуба «Бриллианты Туймады». Сегодня мы с вами сделаем утреннюю зарядку. Начинаем. Готовы. Исходное положение. Ноги на ширине плеч, руки на пояс. Начинаем с головы. Наклоны вперед-назад, в сторону. И раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8. Еще раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Закончили. Следующее у нас упражнение. Поднимаем плечи наверх, отпускаем. И раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Еще раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То же самое мы делаем поочередно. И раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отлично. Следующее задание у нас. Ноги на ширине плеч, руки в стороны. Крутим локтевые суставы. И раз, два, 3, 4. В обратную сторону. 5, 6, 7, 8. Повторяем. Раз, два, 3,
4 обратно, 5, 6, 7, 8. Хорошо. То же самое мы делаем вращение кистями назад. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В другом направлении. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Закончили. Ручки на пояс. Делаем наклоны вперед, назад. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Спина ровная. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отлично. Следующее задание у нас наклоны в стороны. Вытягиваемся. 1, вытягиваем наше дело, обратно встаем. 2. Готовы? И 1, 2. Медленно. 3, 4. Вытягиваем. 5, 6. Бок растягиваем. 7 и 8. Отлично. Закончили. Всем спасибо. Делайте такой комплекс зарядки каждое утро, буквально 5-10 минут, и у вас будет отличное настроение на весь день. Ну, а в 4-й серии 2-го сезона реалити-шоу «Городские девчата» на нашем канале разгорелись настоящие страсти. Участницы испытали шквал эмоций, а в конце выпуска стартовало голосование за их лучшие фото. Что же произошло в этом эпизоде и где можно отдать свой голос, узнаем в следующем сюжете. 4-й выпуск реалити-шоу «Городские девчата» начался с испытания верхом на коне. Для этого участницы облачились в якутские национальные костюмы и отправились в местность празднования Исеха в селе Эбя. Мы попробуем с вами, научимся сидеть в седле. И все это должно быть в первую очередь красиво. То есть у вас должна быть и стать, и осанка, и красивые кадры, и улыбка на лице. В испытании принял участие конь Бастын, что в переводе «первый», который, по заверениям хозяев экофермы Люксюгюн, был самым спокойным из всех. Первое испытание проходила Эмилия. Эта рослая красавица и самая юная участница шоу смотрелась на седле просто сногсшибательно. Когда ее проходка подходила к концу, она остановилась возле коновязи для профессионального фото. И тут конь вдруг решил показать свой характер. Держись, молодец, удержалась. В тот знойный день оводы доставали коня не на шутку, но даже когда скакун взбунтовался, Эмилия не растерялась и удержалась в седле. А ее хладнокровная походка после спуска с лошади заслуживает отдельных аплодисментов. В тот день ее нарекли «железной леди». Испугалась? Серьезно? Следующая участница, Люция, тоже почувствовала на себе характер коня, но также смогла усидеть в седле. Но после испытания эмоции девушки хлынули наружу. Проходки следующих 3 участниц, Карины, Люции и Аины, обошлись без эксцессов. Каждая успешно завершила свою фотосессию с конем, но нервишки у девушек явно шалили. Теперь вы знаете, как проходила фотосессия наших смелых девчат. Поддержите их своими голосами, просто наведя свои смартфоны на этот QR-код, который направит вас на телеграм-канал «Новости Якутия-24». Переходите к закрепленному сообщению, и под ним будут все фотографии городских девчат. Под понравившимся фото ставьте свои реакции. У каждой участницы есть еще 2 дополнительных фото в сельской тематике. Не упустите шанс. Голосование продлится до 1 ноября. Следите за приключениями наших городских девчат. Новые выпуски выходят каждое воскресенье в 19:00 на телеканале Якутия-24. Все серии также доступны в официальном сообществе ВКонтакте «Новости Якутия-24» во вкладке «Спецпроекты». Катерина Винокурова, Виолетта Засимова, Сергей Дьяконов. «Киномания» — это образовательная программа для школьников, которая с 2022 года ежегодно проходит в Якутии. В течение 12 дней 70 отобранных школьников со всей республики с нуля создадут свои собственные короткометражные фильмы. Каждый станет участником съемочной группы в качестве режиссера, сценариста, оператора, монтажера, художника-постановщика, актера, звукорежиссера, гримера и даже режиссера второго плана. Сегодня у нас в студии актер-каскадер Алексей Радков и психолог, кинопедагог Ольга Прохорова. Доброе утро.
Доброе утро. Вот. Ну, во-первых, гости нашей республики. С 8 числа вы уже у нас Да. в регионе, да, и первый раз в Якутии. Ну, в целом, как вообще ощущения? То есть, во-первых, и проект так или иначе с кино связан. Сейчас есть такое понятие бум якутского кино. Возможно, он немножко, конечно, затухает, уже не на таком пике, но, тем не менее, о себе дает знать. Ваши ощущения от приезда в Якутию с точки зрения вообще, в принципе, как вы как люди приехали, и как люди, связанные с кинотворчеством в том числе? Ну, полностью Якутию еще не довелось посмотреть, было бы интересно, конечно. Но дети очень творческие, очень большой потенциал. Интересно, у каждого интересный подход, свое видение. Сейчас идет, ну, как бы они все по направлениям разошлись, но в команде сейчас снимают. Замечательно все проходит. Ольга? Очень необычно оказаться с самой западной точки на другом конце страны. Восточный, получается. Да, ну, мы с западной, да. Оказаться здесь на восточной. Очень приятно здесь побывать. Очень в радостном таком эмоциональном состоянии пребываем. Ребята потрясающие, несмотря на то, что другие традиции, другие народы, так скажем, кинопроблемы одинаковые всегда. И мне как психологу, ну, то есть, я не могу сказать, что что-то меня удивляет, но такие приятные кейсы для работы. В целом бум кино детского у нас случился уже довольно давно в регионе, поэтому, ну, то есть сейчас знакомимся с тем, как это у вас проходит. Очень приятно здесь быть. Вот говоря про самые западные на самую восточную, я представляю, как было тяжело добираться, потому что один раз я, наоборот, на самую западную точку летал, и это был тяжелый путь, хотя потом прилетаешь и облегчение, классно, ну, новое место видишь. Ну, поговорим уже подробнее о программе, да, какая она программа, из чего она состоит, вот, «Киномания». Сначала ребята обучаются, вот в течение недели прошли занятия по направлениям, соответственно, режиссеры посещали режиссерский блок, операторы операторский и так далее. И вот вчера уже приступили к съемкам, кто-то даже разбил уже свои первые тарелочки. Ну, это традиция, без этого нельзя. Обязательно. А вы выступаете в роли кого? То есть какие-то наставники, может быть, менторы, контролеры или... Ну, мы эксперты, но при этом Алексей еще как наставник. Я иду как наставник, художник-постановщик, потому что у меня один проект уже за плечами. Я был как и художником, так и реквизитором. И рассказываю о специфике работы, даю детям понять, чтобы они тоже видели картинку, была картинка не пустая. Ага, то есть как бы опытом делитесь. Да, конечно. Замечательно, конечно. В целом, дети каких возрастов в этом проекте принимают участие? То есть речь идет о таких уже относительно осознанных, да, детях, там, почти там, подросткового, может быть, почти уже там, к 18 лет приближающиеся, или есть совсем маленькие ребятишки? Ну, старший подростковый возраст от 15 до 17 лет ребята. Угу. И они в процессе этой программы, они все снимут свои короткометражные, разбившись вот так по командам, я так понимаю? Да, 70 детей, это 7 съемочных групп по 10 человек, и 7 короткометражных фильмов мы увидим на итоговом фестивале. А короткометражные сами фильмы, темы их, это все идеи детей или они с какими-то условно готовыми кейсами работают? Абсолютно только идеи детей. Они сами пишут сценарий. Единственное, что консультируются, мы поправляем в то или иное русло, потому что еще мало опыта, и сами снимают. Ну а в целом уже с идеями их ознакомились, то есть какие-то есть прям интересные, прям, может быть, даже необычные? Ну, наверное, скажем так, они были, но нам что-то пришлось подкорректировать, поскольку детская фантазия безграничная. И есть вещи, которые технически, ну, нам невозможно снять за неделю, тем более учитывая, что там это короткометражное кино. Но в целом то, что волнует подростков, дружба, любовь, родители, место в обществе, то есть, ну, как бы все классические социальные проблемы. Ну и вопрос по технике, да, то есть они снимают, естественно, съемка фильма, это вопрос технически тоже очень важный. Техника, я так понимаю, детям тоже как-то предоставляется или все приходят со своим и начинают снимать? Нет, вся техника предоставляется. Им был предоставлено несколько уроков, они, ну, как работать с техникой, и потом в начале дня выдается техника, и полностью они, как говорится, преданы только себе. А на съемку фильма, ну, короткометражного фильма, сколько времени дается? Но в их случае времени дается 3 дня, а так, ну, когда снимается большое кино, там снимают, ну, минута-день, приблизительно так.
Ну, большое кино, понятно, там как бы и масштабы другие. А в целом вот 3 дня на короткометражку в рамках программы, а вот в реальной жизни, если взять 3 дня на снятие короткометражной ленты, это достаточное время? Ну, учитывая, что здесь очень много времени выделено было на подготовку, то вполне да. То есть к съемочному дню первому ребята подходят полностью приготовленные. То есть реквизит, сценарии, очень все отработано, актеры репетируют постоянно. То есть в Малой академии, где мы, собственно, проводятся проекты, где мы проживаем, все время в каждом углу кто-то где-то репетирует, какие-то сцены там повторяются. Поэтому да, в целом, ну, то есть времени достаточно для того, чтобы то, что они задумали, снять. Ну, то есть, грубо говоря, если взять там сравнение именно уже с кинематографом как таковым, это, в принципе, вот и подойдя с готовым сценарием, с готовым проработанной идеей, то есть остается только снимать. Ну и монтаж, естественно. После этого 3 дня — это достаточно время. А далее с этими картинами что будет? То есть, возможно, они куда-то там дальше отправятся, какое-то продвижение их ожидает, или ради чего, да, ну, так, с меркантильной точки зрения, ради чего все это для детей? Ради опыта, ради навыка работы в команде. Ну и в дальнейшем, я думаю, что эти работы будут достойны того, чтобы отправлять их на конкурсы. Ну и, собственно, для начала на итоговом нашем фестивале их продемонстрировать и побороться за место. А итоговый фестиваль пройдет? 18 октября в 2 часа дня, квартал труда. Вот, и, собственно, все приедут туда, будем смотреть и раздавать номинации. А посещение вот фестиваля, оно свободно? То есть могут вот сейчас заинтересуются кто-то детским кинематографом, прийти посмотреть? Или все-таки это закрытое такое относительно мероприятие? Насколько мы знаем, что свободное, но с ограниченными местами. То есть нужно успеть попасть, если еще остались места. Ну, я думаю, учитывая, как кино развивается в Якутии, тут еще и детское кино, которое, я так понимаю, тоже, да, не уступает, наверное, старшим товарищам, ну, если с сравнительной, да, точки зрения. Я думаю, уже места все заняты, и нужно очень-очень торопиться, чтобы попасть туда и успеть посмотреть. Спасибо большое за беседу. Я желаю, чтобы программа завершилась как планируется, чтобы, возможно, ну, почему бы нет, имена каких-нибудь самородков у нас после этой программы появились, да, которые будут, ну, не только даже якутское кино, но и российское кино в последующем развивать и достойно представлять его и на мировом уже впоследствии уровне. Ну и вам в вашей работе я также желаю успехов. Спасибо большое. Спасибо. Ну, несмотря на то, что кинематограф — это достаточно творческая сфера, без юридических нюансов даже там не обойтись. Что уж говорить про нашу обыденную жизнь. В ней может случиться разное. Вот сегодня в рубрике «Советы юриста» узнаем о нюансах, существующих при взыскании задолженности по решению суда. Здравствуйте. В обыденной жизни, к сожалению, никто не застрахован от случаев, когда по решению суда с кого-то взыскивают определенную сумму. Будь то задолженность по кредиту, компенсация материального вреда или неисполнение обязательств по договору. В любом случае придется исполнять решение суда и платить по счетам. Но что делать в случаях, если сумма долга большая и после удержания задолженности денег на жизнь не хватает? Для таких ситуаций в законе, а именно в статье 203 Гражданского процессуального кодекса России, закреплено право граждан на обращение в суд с заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения решения суда. Отсрочка исполнения судебного решения представляет собой перенос принудительного исполнения судебного акта на более позднюю дату. Другими словами, при отсрочке дается период времени, в течение которого можно не погашать долг. Рассрочка – это установление судом порядка исполнения решения по частям в течение определенного периода времени. Итак, как получить отсрочку или рассрочку? Просить о предоставлении отсрочки или рассрочки может не только должник, но и взыскатель, а также судебный пристав. Для этого гражданину необходимо будет обратиться с соответствующим заявлением в суд, который выдал исполнительный лист. В основной части заявления описывается суть спора, какого числа суд вынес решение и какую сумму должник обязан перечислить взыскателю, а также то, в какой отдел службы судебных приставов был передан исполнительный лист. И было ли вообще возбуждено исполнительное производство. Затем в заявлении необходимо указать обстоятельства, которые затрудняют исполнение судебного акта. Это может быть потеря работы, наступление серьезной болезни, инвалидность, служба в армии и иные обстоятельства, которые достоверно будут свидетельствовать о невозможности погашения долга в короткие сроки. Далее надо изложить просьбу об отсрочке или рассрочке исполнения. Заявителю следует также указать точный срок, на который он просит отложить или рассрочить исполнение решения суда. После подачи заявления в суд
следует дождаться извещения о дате и времени рассмотрения вашего заявления, поддержать свои доводы в суде и заслушать решение суда, которое выносится в форме определения. Безусловно, юридическая подкованность в жизни никому не помешает и лишней не будет абсолютно точно. Другое дело – астрология. Кто-то над ней смеется, кто-то всерьез воспринимает все астрологические прогнозы. Тут, что называется, выбирайте сами, к какому лагерю вы принадлежите. Мы же всегда готовы поделиться прогнозом на всю наступившую неделю. Овен. В понедельник подведите итоги и проанализируйте изменения, происходящие в вашей жизни. Среда – удачный день для раскрытия своих способностей. В четверг вам весь день будет сопутствовать хорошее настроение. Можно смело воплощать в жизнь самые авантюрные планы, не опасаясь осложнений. В субботу будьте осторожны, не верьте льстивым речам и комплиментам. Телец. Деловая поездка на этой неделе может открыть перед вами новые перспективы. Есть шанс, что удача улыбнется вам. Также возможен взлет по карьерной лестнице. Рискованные предприятия завершатся успешно в том случае, если вы правильно рассчитаете свои силы и не будете возлагать большие надежды на чью-то помощь. Близнецы. Ваша интуиция принесет вам удачу, только не теряйте таких качеств, как решительность и собранность. Заманчивое предложение может поступить от вашего старого друга. Не бойтесь взять на себя ответственность, и вы выиграете. Намеченная на середину недели поездка пройдет очень продуктивно и порадует вас. Наступает благоприятный момент для серьезного жизненного выбора. Рак. На этой неделе от вас может потребоваться философский взгляд на проблемы и хладнокровие в любых ситуациях. Зато вас ждет успех в профессиональной сфере. Вторник обещает оказаться днем активных взаимоотношений и взаимопонимания. С помощью слов и логики вы сможете добиться от своего партнера практически невозможного. Лев. Интуиция – ваш верный и надежный друг на этой неделе. Стоит научиться ей доверять, по крайней мере, на этот период. Вполне возможно участие в каких-либо новых проектах, однако не планируйте излишней перегрузки на работе. Посвятите время разработке планов на ближайшее время. Не форсируйте события и не пытайтесь сделать 10 дел одновременно. Дева. На этой неделе вам необходимо показать себя, да так, чтобы вас заметили и поддержали те, от кого вы могли получить помощь в ближайшее время. В понедельник не стесняйтесь при случае корректно подчеркнуть вашу незаменимость на работе. В конце недели не стоит планировать ничего серьезного, лучше разберитесь с неоконченными мелкими делами. Весы. На этой неделе у вас может возникнуть потребность начать строить отношения или карьеру заново, разрушив то, что надоело и мешает. Новые идеи, однако, не следует немедленно воплощать. Вы должны сначала все хорошо осмыслить и продумать последствия. Будущее имеет несколько туманные очертания, что не может не вызывать у вас определенную растерянность. Но если не трудиться над его приближением, оно ускользнет и оставит разочарование несбывшихся надежд и упущенных возможностей. Скорпион. Неделя принесет вам новые жизненные установки. Старайтесь не тратить драгоценное время впустую. Все задуманное сможет исполниться, если вы спокойно и четко будете делать свое дело. Во второй половине недели вы можете почувствовать, что вы на многое способны. Испытаете прилив энергии. Стрелец. Первая половина недели хороша для реализации планов и достижения поставленных целей. Но не вздумайте останавливаться, когда все намеченное будет сделано. Отдохнете позже, а оставшееся время лучше использовать для решения еще пары-тройки задач. Ведь именно сейчас у вас есть силы и азарт. Козерог. Наступает благоприятный момент для решения накопившихся проблем. Постарайтесь избегать крайностей и эмоциональных всплесков, иначе в начале недели могут возникнуть неожиданные проблемы и трения в семье. Будьте внимательны и осторожны при работе с документами, бумагами и договорами. В пятницу произойдут события, которые откроют вам новые возможности в профессии. Водолей. Неделя может начаться с приятных сюрпризов, когда вам позвонит друг, с которым вы давно не общались. Используйте отпуск для смены обстановки, отвлекитесь от дел и забот, они могут подождать. Будьте внимательны. Не забывайте в порыве творческого вдохновения выключать электричество или газ, закрывать на замок входную дверь. Наиболее благоприятным днем на этой неделе для вас будет пятница. Рыбы. Если вы будете чрезмерно печься о сиюминутном комфорте и благополучии, то можете принести в жертву реализацию очень интересных и перспективных планов. Прислушайтесь к советам окружающих. Некоторые из них лучше принять на вооружение. На этой неделе у вас может появиться шанс сменить работу или найти свою любовь. Не бойтесь пробовать, ошибаться и начинать что-то новое.
Участие в программе поддержки местных инициатив помогает школам и детским садам решить актуальные вопросы и проблемы. Положительные результаты не дают себя долго ждать. И сегодня вот об этом поговорим с нашими гостями. Это Валентина Гавшина, музыкальный руководитель детского сада номер 12 «Улыбка», и Антонина Титова, педагог, заместитель директора детского подросткового центра. Валентина Николаевна, Антонина Степановна, доброе утро. Доброе утро. Вот, Антонина Степановна, вопрос первый к вам. Ну, центр уже не первый раз, да, принимает участие вообще в программе поддержки инициатив. С каким проектом вы вообще выступали до этого? С каким проектом сейчас выступаете? Каких успехов в этом поприще уже добились? Ну, хочу поправить. Я, конечно, польщена. Меня возвели в заместители, но на самом деле я педагог-организатор детского подросткового центра. И наш детский подростковый центр участвовал два раза в программе поддержки местных инициатив, и мы являемся победителями ППМИ 2023 и ППМИ 2024. Конечно, я лично очень горжусь тем, что я к этому всему причастна. И первый проект – это благоустройство территории, центр подготовки Дом юнармии, есть такой на Клары Цеткин, и благоустройство территории «Я патриот». Это был у нас 23-й год. В 24-м году, в этом году мы реализовали проект, фасад облицевали этого же здания. Вот. А на следующий год, может быть, уже есть какие-то планы? Да, конечно. Но, собственно, для того, чтобы рассказать об этом, о своих планах на следующий год, мы пришли сегодня. Наш проект – это оснащение мебелью и оборудованием Дома юнармии. И дело в том, что у нас в этом здании очень красивый ремонт, территория благоустроена, фасад облицован. Ну и, конечно, очень важно, чтобы было красиво внутри. Красивая мебель, оборудование. То есть в целом программа помогает решить вот такие, казалось бы, ну, назовем так, житейские вопросы, и, я так понимаю, успешно с этим справляется. Но, знаете, есть разные на самом деле проекты. Вот сейчас прямо вся республика, доброе утро, Якутия, да, я знаю, что очень многие сейчас занимаются подготовкой заявки, чтобы подать на конкурс. Есть такие проекты, как освещение улиц, есть летние водопроводы, да. Ну, очень много у кого, как говорится, что болит, да, вот, поэтому... Валентина Николаевна, к вам перейдем, что без внимания не оставим. Да. Несколько слов хотелось бы про ваш детский сад узнать и вообще по каким направлениям ведется работа там. Наш детский сад находится в районе 17-го квартала строительного округа, город Якутск. В 1976 году впервые были открыты двери для наших юных воспитанников. Нашему детскому саду скоро исполняется 50 лет. Также в нашем детском саду были первые логопедические группы. Это сейчас очень актуально в наше время. У нас творческий, стабильный коллектив. Мы принимаем активное участие во всех проектах нашего строительного округа, муниципальных программах, республиканских, где являемся призерами из всех мероприятий. Цель нашей работы «Все с детьми» – это всестороннее развитие каждого ребенка. А по направлениям, каким мы работаем, мы работаем по всем направлениям ФГО СДО, включая проекты развития детей с ОВЗ. Но так как я музыкальный руководитель, я хотела бы остановиться на художественно-эстетическом развитии и физическом развитии детей. По проекту «Музыка для всех», основанным нашим первым президентом Михаилом Ефимовичем Николаевым, в нашем детском саду и созданы ансамбли вокальные «Улыбка детей», также ансамбль среди педагогов и сводный хор педагогов и детей, где мы являемся тоже активными участниками всех различных программ. Также ведется программа по здоровому образу и воспитанию детей, программа «Здоровичок». Это комплексная программа воспитания и развития детей, включает в себя различные компоненты. Наши юные воспитанники всегда тоже являются активными участниками. Но мы стараемся развивать наших детей в спортивной и музыкальной сфере. Ну, вот говоря про музыкальную, да,
сферу, потому что вот про спорт мы вроде бы как бы там с детства все знаем, что в здоровом теле и дух здоровый, и все хорошо. А вот музыкальное воспитание, насколько оно для ребенка важно? Ну, как говорят, наше музыкальное произведение, классик, она лечит душу детей, понимание, восприятие, все это развивает полностью целиком цельность нашего ребенка. Поэтому без музыки никуда. И спорт, и музыка, И спорт, и музыка, они перекликаются обязательно. Вот поэтому, наверное, спортивная гимнастика хорошая, потому что там и музыка, и спорт в одном месте. Оно едино. Оно едино. А вот в целом, говоря про, раз мы затронули, да, все-таки говорим про программу поддержки местных инициатив, может быть, опыт детского сада тоже есть участие в этой программе? Нет, наш детский сад впервые принимает участие в этой программе. И наша общественность, родители наши, сотрудники, инициативная группа, поддержка нашего строительного округа решили принять участие вот в этом проекте впервые. Цель нашего проекта – это аллея здоровья, где мы хотим создать мобильную площадку для развития наших детей. Мы хотим сделать сцену, где будут выступать наши дети, воспитанники совместно с родителями. Также мы хотим сделать беговую дорожку для физических навыков, спортивных достижений наших детей. Она планируется на открытом свежем воздухе на территории детского сада. Также туда могут приходить ближайшие территориальные окружения нашего детского сада. И можно обратиться, уважаемые наши родители, спонсоры, депутаты, мы просим поддержать вас в наших начинаниях, в нашем проекте. Это все делается во благо наших детей. Можно обращаться, можно обращаться на сайт нашего детского сада, управления образования, госпабликах, телеграм-каналах и ВК-контактов. Я просто напомню, что детский сад номер 12 «Улыбка». Да, детский сад номер 12 «Улыбка». И, Антонина Степановна, да, вот как раз такой интересный вопрос. Вы тут сошлись, вот первый раз участвовать в программе, у вас уже за плечами опыт и успешный. Вообще, исходя из этого опыта, насколько вообще важно принимать участие вот в программе поддержки муниципальных инициатив и сложно ли вообще свои проекты продвигать? Ну, во-первых, у нас это вот тандем такой, да, образовался. Мы друг друга поддерживаем, где-то друг друга консультируем, в каких-то вопросах, помогаем друг другу. Ну и если говорить о важности, вообще это очень важно, потому что это дополнительные деньги, дополнительное финансирование, которое приходит для реализации и наших нужд, конкретно, скажем, наших учреждений. Это дополнительные средства. Да? И если говорить о том, что, например, вот город Якутск в прошлом году участвовал, и 17 проектов стали победителями, и привлечено было 47 миллионов, то есть для реализации разных проектов, очень важных. И поэтому, конечно, я хотела бы, пользуясь случаем, поблагодарить сотрудников отдела Министерства финансов, которые занимаются конкретно вопросами ПППМИ, потому что сотрудники, я очень много к ним обращаются, но, несмотря на это, всегда выслушают, всегда подскажут, всегда проконсультируют, что очень, конечно, важно, потому что мы, педагоги, не всегда владеем полной информацией, поэтому их поддержка очень важна. Там и юридических вопросов бывает много. Собственно, я желаю с вашими проектами вам успеха, конечно же. Спасибо. Чтобы победа этой завершилась, потому что, опять же, в конечном счете, все эти проекты, так или иначе, они направлены на детей. Да, на развитие наших детей. И дети — это будущее нашей страны, и всегда будет так. Еще раз вам спасибо, вам успехов. Ну а мы, раз уж поговорили о детях, то дадим и самим детям поговорить. На очереди наша рубрика «Устами детей». Как ты думаешь, откуда берутся дети? От мамы. Не знаю. Яйцеклетки. С яйцеклетки? Мужской. Мужской. Как ты думаешь, откуда берутся дети? Из мамы. Хорошо. Из живота. Из живота. Они в животе появляются, потом уходят. Тебя не нашли в капусте случайно? Аист, может быть, принес?
Нет. Нет, да? Тогда из живота. Ага. В другой стране аист не приносит. А в России из живота выходит, а в других странах аист приносит? Не знаю. Вот. Ну а прямо сейчас наши коллеги из информационной службы расскажут о последних новостях. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях в республике, стране и мире. Сетью сейсмических станций якутского филиала геофизической службы РАН в воскресенье 13 октября зарегистрировано землетрясение с магнитудой в 4,6 по Рихтеру на юго-западе республики, в 79 километрах на север от железнодорожной станции Алекма или 80 километрах на восток от карьера Нерюнгри-Металлик. Интенсивность в эпицентре могла доставлять 5-6 баллов по шкале МСК-64. Сейсмическое событие зарегистрировано всеми международными сейсмическими агентствами. Об этом сообщил директор якутского филиала геофизической службы РАН Сергей Шибаев. В Якутске прошло долгожданное открытие площади Ленина. Главное общественное пространство республики находилось на масштабной реконструкции с сентября прошлого года. Колонны СРГ с подсветкой будут работать круглогодично. Фонтан с музыкальным сопровождением законсервируют в ближайшее время. Он может работать только при плюсовых температурах. Центральный амфитеатр будет закрыт, так как рулонный газон уложили в сентябре, и он должен окрепнуть. В ближайшие дни мы еще раз представим жителям нашего города, республики этот фонтан, как он работает. Мы все тут забор все демонтируем. И уже после этого, когда станет отрицательная температура, на следующей неделе уже консервация произойдет. И дальнейшее уже в следующем году уже повторный запуск мы сами придем и запустим, чтобы передать нашему заказчику все вот эти моменты. Но в преддверии торжественного открытия сердца Якутии площади Ленина провели обряд очищения Алгыс. Обращение к высшим божествам совершили артисты театра Олонхо. Как отметил режиссер обряда Роман Дорофеев, в постановке было задействовано 17 актеров театра, в их числе и один алгысчет. Сегодня мы сделали обряд Алгыс на новой площади, чтобы Үрдюкаи благословила эту нашу новую площадь, чтобы все было хорошо, чтобы вот эти серьги стояли еще на долгие годы. В Якутске состоялся фестиваль якутской анимации Току-фест, который стал ярким событием для всех, кто связан с этим видом искусства. Фестиваль прошел в честь открытия нового детского телеканала Току. Площадкой для фестиваля стал квартал труда, где собрались анимационные студии, сценаристы, художники, композиторы и другие специалисты. В рамках фестиваля прошел и образовательный модуль с лекциями, мастер-классами от ведущих российских и казахских аниматоров, презентации новых мультфильмов НВК «Саха», а у самых юных участников была возможность встретиться с создателями мультфильма «Маша и медведь». То, что сегодня на фестивале присутствует очень много детей, это говорит о том, что действительно наш канал находит своего зрителя, и это, конечно же, не может нас не радовать. И вообще хочу сказать, что этот фестиваль проводится не только для этих маленьких детей, которые любят наш канал, да, но и для тех, кто хочет работать в анимации, для тех, кто хочет создавать свои мультфильмы. И на самом деле, если мы сегодня говорим о том, что бум якутского кино, и если так взять, то якутское кино тоже с якутского телевидения начиналось. Тогда в свое время наши режиссеры, наши телеоператоры начали снимать первые фильмы, первые сериалы. И сегодня мы видим, на каком уровне наше кино находится. Я очень надеюсь, что благодаря нашему телеканалу, благодаря нашему фестивалю в скором будущем в Якутии будет бум якутской анимации. Очень надеюсь. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Спасибо нашим коллегам. Ну, а мы сейчас поговорим об очень важном, да, о нашей безопасности в интернет-телефонном пространстве, в части денежных средств, конечно же. Плановая замена электросчетчика, перерасчет пенсии, проверка какой-то прописки. С этими или похожими звонками мошенники ежедневно донимают россиян. Многие доверчивые граждане становятся жертвами преступников и добровольно отдают им свои сбережения и даже влезают в долги. Как не попасть в сети мошенников, расскажем далее.
Телефонные мошенники ежедневно совершают 20 миллионов звонков, и это только по России. Их жертвами только за полгода стали 500 тысяч человек, из которых каждый четвертый – пенсионер. Якутяне не исключение. Как часто вам звонят мошенники? Часто. Что предлагают? Карта номер спрашивают. Неизвестные номера звонят. 951, 908. Насчет банка и еще что-нибудь такое спрашивает. То звонят мужчины, женщины, редко звонят. В день сколько раз, например, могут вам звонить? 3-4. Срочно переводите все на безопасный счет. Аферисты, которые используют эту схему, играют на страхе людей потерять свои деньги. Сначала они специально запугивают пожилого человека, убеждают, что его сбережения под угрозой, а потом подкупают заботой и предлагают решение перевести все на особый защищенный счет. В реальности этот счет принадлежит мошенникам. Чтобы не оказаться в такой плачевной ситуации, просто не верьте в сказки про специальные безопасные счета. Их не существует. При этом любой банковский счет будет безопасным, если не выдавать его данные посторонним лицам. Телефонные мошенники каждый день придумывают все новые схемы. Если нет точного понимания, кто звонит, лучше всего положить трубку и перезвонить самостоятельно по официальному номеру организации, который можно найти на сайте компании. Ну а на этом на сегодня все. Хорошего вам дня. Завтра вновь увидимся.